Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 8 сентября 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Выпадает карта шестерка кубков. Это что будет помогать, это будет мешать. Отношения, работа, финансы, здоровье, итог дня. Ну, день довольно-таки хороший, да, день будет радовать. Итак, у нас выпадает карта дня шестерка кубков. Эта карта очень гармоничная. Она в основном связана либо с семьей, либо с близкими людьми, либо с какими-то приятными воспоминаниями. Но в любом случае нас все радует. Мы можем получать какие-то известия от тех людей, с которыми мы когда-то общались. Мы можем ездить куда-то в те места, где нам приятно. Мы можем получать подарки какие-то, известия хорошие. В общем, карта, когда у нас на душе очень легко и хорошо. И причем это не просто потому, что мы так хотим, да, потому что ситуации так складываются, и люди к нам как-то по-особому расположены. Вроде бы нет ничего такого особенно нового, да, но в то же время нам очень приятно сегодняшний день проживать. Давайте посмотрим, чего это больше всего касается. Да, семья. Семья, детки, родители, бабушки, дедушки, да, когда мы все вместе собираемся, когда мы, может быть, дружные, когда мы друг за друга, когда мы подарки друг другу делаем, да, вот такой день может быть. Поддерживаем друг друга. Что будет помогать? Будет помогать королева жезлов. Королева жезлов – это карта, которая говорит о том, что мы можем стать тем человеком, который всех согревает, который всех радует. Вот как раз вот эту ситуацию даже мы можем сами создавать, да, вот благодаря тому, что мы будем себя так вести с другими людьми, они будут к нам относиться подобным образом. Также карта говорит о том, что желательно сегодня сказать какие-то правильные слова, добрые, да, желательно сегодня заражать своим оптимизмом, своими планами. В общем, карта, которая говорит о том, что мы можем влиять на тех людей, которые рядом с нами, и это будет нам на благо. Мы можем также решать вопросы, связанные с делами, с бизнесом, с начальством. Мы можем реализовать какие-то свои планы, которые, может быть, откладывали даже. В общем, много-много всяких приятностей, когда в наших руках есть возможность что-то решить. Да, когда мы, особенно когда мы, знаете, ну, как-то, как бы это правильно выразиться, когда мы распределяем какие-то роли. Допустим, у нас какой-то праздник, какое-то событие, все собрались. И вот мы, допустим, как-то сделали так, что все заняты, да, как-то распределили обязанности, рассадили как-то определенным образом. В общем, как будто бы мы каждому назначили какую-то роль. Вот это будет очень полезно для того, чтобы вот состояние такое создать. Что будет мешать? Восьмерка жезлов, в данном случае она говорит о том, что будет мешать, если мы все пустим на самотек, и пусть все идет как идет. Все-таки ситуацию нужно держать в руках для того, чтобы вот эта гармония сегодняшнего дня состоялась. Да, это вот какая-то такая мудрость должна быть в нас. Мы должны быть теплыми. Для отношений выпадает туз пентаклей. Замечательная карта, которая открывает новое. Это счастливые новые взаимоотношения. Это может быть появление, кстати, детей. Да? Это может быть вообще любые перспективы, связанные с работой, с деньгами, которые отражаются на наших отношениях. По сути, это новая счастливая жизнь. И для этого шанс сегодня предоставляется. Для тех, кто в поиске партнера, как раз вот есть возможность встретить человека для семьи, вот, для счастья, действительно очень подходящего. Этот человек, кстати, может быть даже и издалека, он, может быть, приехал в гости к кому-то из родственников, да, может быть, какая-то ситуация, торжество или вообще любое абсолютно событие, да, которое привлекает человека издалека приехать к своим родственникам, допустим.
Ну и вообще любого рода неожиданные ситуации нужно использовать себе на благо, да, для знакомства. А для тех, у кого есть пара, девятка пиковая, карта говорит о том, что у вас все стабильно, у вас надежная пара, вы друг друга любите, поддерживаете. Если это было не так, то сегодня есть возможность это исправить, да, сделать, вот, чтобы ваши отношения стали более прочными. Для этого подойдут еще какие-то дальние цели, то есть, может быть, вместе вам стоит что-то запланировать, что вас обоих касается. Может быть, одному из партнеров нужно проявить решительность для того, чтобы вот вывести отношения на новый уровень. Но в любом случае здесь все очень даже хорошо. Да? Обещают карты, будет все хорошо в отношениях. Если проблемы, то исправляются. Либо просто, если все и так было хорошо, ситуация стабильная. Для тех, кто в ссоре, семерка, трифовая карта говорит о том, что сложный будет период, сложно будет помириться. Скорее всего, нужно будет приложить усилия для того, чтобы помириться. Или в крайнем случае, если прям сегодня не ладится, то лучше отложить на потом примирение. Для работы король жезлов выпадает. Карта замечательная для работы. Это может быть руководитель, который развивает бизнес, какие-то новые, может быть, правила вводит на работе. Это может быть новые проекты, которые там раздают, или новая должность, которую вам предлагают. Ну, то, что получается что-то большее из того, что было раньше, это точно. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в поиске работы, валет трифовый. Карта говорит о том, что ваши усилия могут быть наконец-то вознаграждены. Вы наконец-то можете найти того человека, того работодателя, ту организацию, которая вам нужна. Также карта говорит о том, что придется сегодня побегать, либо далеко ехать нужно будет, либо несколько организаций нужно будет пройти для того, чтобы найти то, что нужно. В общем, как-то вы сегодня можете очень много энергии потратить, да, или, допустим, будет собеседование какое-то длительное, и вас будут со всех сторон там спрашивать, проверять и так далее. Может быть, скажут, а покажите, как вы работаете. Также, может быть, руководитель может вас как-то провоцировать, смотреть, насколько вы устойчивы от конфликта. Ну, довольно-таки сложный такой напряженный день. Для тех, у кого есть работа, карта говорит о том, что может быть какая-то поддержка от руководства, или вы сами можете быть назначены руководителем для какого-то коллектива. Вас прям единодушно изберут. Или, может быть, вам будет дано задание решить какой-то вопрос с коллективом. А для тех, у кого свое дело, восьмерка червовая, еще хочу достать одну карту, девятка трифовая. Будет очень много дел, связанных с профессией, да, очень много будет каких-то повседневных дел, которые могут, знаете, то радовать, то расстраивать. Вот, знаете, перемены такие очень частые могут быть. Кроме того, может быть, появится человек, которого вы никак не можете, ну, как бы контролировать, и он может что-то за вашей спиной не совсем то делать, может обманывать, может как-то манипулировать, да, в общем, как-то ему ваша информация какая-то очень важна, нужна, или ваши деньги, но больше всего здесь вот связано именно с вашими планами, да, вот ваши планы держите при себе, не рассказывайте лишнего о себе именно сегодня. Ну и насчет денег тоже берегите кошелек. А теперь финансы. В финансах выпадает десятка мечей. Может быть, это окончание периода, да, и вот-вот будет зарплата, либо вот в ближайшее время, либо прямо сегодня. Это для тех, кто у нас на зарплате особенно подходит. Да, скорее всего, вы уже получите здесь денежки, и наконец-то у вас вот будут удовлетворены все потребности. Купите что-то нужное для себя. И для тех, кто зарабатывает своим делом, карта говорит о том, что действительно потребуются какие-то решительные действия для того, чтобы финансовый вопрос какой-то закрыть. Еще хочу карту достать. Да, может быть,
заканчивается, допустим, работа по одному проекту, нужно начинать другой. Или, допустим, приходят новые какие-то клиенты, и нужно будет весь цикл с ними пройти, да, как-то вот может быть сложно довольно-таки. То есть, по сути, вот здесь две карты, которые говорят о том, что какие-то процессы долгие, один заканчивается, другой начинается, вот именно связанных с финансами. Может быть, кстати, и сразу на большую сделку на какую-то потратите деньги, либо заключите просто какую-то важную сделку сегодня. Теперь здоровье. В здоровье выпадает император. Это традиционная карта хорошего здоровья, большого количества энергии, когда мы контролируем все, да, в своем здоровье. И это касается и питания, это касается движения и всего прочего. Достанем карту дополнительную. Да, все очень стабильно. Если, допустим, была болезнь, тут выздоровление наконец-то, да, причем, знаете, полностью завершается болезнь. Не то, что там она как-то притихает, да, а вот исчезает полностью. Это очень хорошая карта для исцеления, для выздоровления. Также это может быть какой-то мудрый врач, который назначит правильное лечение, да, для того, чтобы вы вылечились окончательно и так далее. Теперь итог дня. Шестерка пентаклей. Замечательная карта. Вот у нас тут две шестерки, а шестерки вообще очень гармоничные карты. Они говорят о том, что мы хорошо себя чувствуем не потому, что мы такие молодцы сами по себе, а потому, что мы умеем сотрудничать с другими людьми, с близкими, с теми, с кем мы работаем и так далее. И вот как раз будет такое удовлетворение от какой-то совместной деятельности, от совместных решений, от совместно проведенного времени, совместно потраченных денег и так далее. Да? В общем, когда мы с кем-то что-то решаем. И вот по шестерке пентаклей это у нас могут быть какие-то приобретения, да, вот сегодня, или, допустим, ну, в общем, деньги, потраченные на что-то очень приятное, очень такое хорошее, да, для семьи, скорее всего. Может быть, что-то отремонтируем сегодня, да, окажем какие-нибудь услуги, что нас будут хвалить, позаботимся о ком-то или о нас позаботятся, да, вот ну, такое ощущение, что вот мы нужны, мы на своем месте, мы сделали все, что могли, в общем, такое удовлетворение. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось, всего вам доброго, до новых встреч.